Между тем, одна из зон падения частей ракеты-носителя была определена в Алданском районе. О поисках там расскажет Татьяна Вахнина. В Якутии траектория полета ракеты охватила Алданские и Вилюйские районы. Все структуры в режиме готовности. Мероприятие очень волнительное. Это первый пуск с нашего российского космодрома, который создан по указу президента Российской Федерации. Сейчас Роскосмос почти в полном составе, все подразделения задействованы на этом пуске. За час до пуска делегация представителей спецслужб отправилась на берег Амги в местечко Хапарастах, что в переводе означает «черемуховое место». Здесь находился наблюдательный пункт. Над Алданским районом ракета прошла в 11 часов 6 минут. В заданное время от носителя отделился обтекатель. По словам специалистов, для Южной Якутии экологические последствия запуска ракеты будут минимальны. Заправляется сухой кислород. И поэтому не должно быть никаких воздействий. Это как топливо, как в обычном самолете. Территория падения частиц носителя ограничилась эллипсом площадью 80 на 40 километров. От обозначенной зоны до ближайшего населенного пункта села Хатыстыр 50 километров. Первоначально определенная траектория полета ракеты была скорректирована. После прохождения ракеты в Алданском районе начались поисковые работы отделившихся частиц. Обломки, если таковые удастся найти, будут утилизированы. В 10 точках обозначенного эллипса экологи произвели замеры воздуха и забрали пробы снежного покрова. Лабораторные исследования покажут, какое воздействие оказано на окружающую среду. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.